Друзья, в последнее время я чаще начал замечать о том, что некий имам Чечни, имам Шамиль, который жил в XIX веке, сражался против России, был имамом Чечни, становится героем. Я просто немножко вам вкратце расскажу, чтобы украинцы вы знали, потому что я об этом уже говорил, делал видео, но мне кажется, сейчас новая волна началась. Тогда они немножко попритихли, сейчас с новой волной они начинают нам этого имама Шамиля раскручивать. Еще раз, имам Шамиль – это политический государственный деятель, военный деятель, который сбежал из Дагестана от своих соплеменников и России, получил ранение во время, когда он от них пытался сбежать, и скрылся на территории Чеченской Республики, свободной Ичкерии. Мы его приняли, мы его уважили, и наши лидеры посчитали, что этот человек очень талантлив, очень организационный, способен организовывать людей, и имел связи с Турцией. И у нас, у чеченцев, бороться за власть – это как-то неблагородно. И его на время решили оставить. Но, как известно, нет ничего постоянного, чем временное. Из-за того, что война, как раз в Украине война, видите, выборы, нельзя Зеленского вновь избрать. Кстати говоря, первым о нем так публично заявил Владимир Зеленский с изображением имама Шамиля, с его цитатой на стене. Выступил Зеленский и призвал кавказцев сражаться и так далее. Для меня тогда это показалось очень странным. Потому что если не призывать чеченцев на Кавказе, когда мы сражались 20 лет, на Кавказе мало кто поднялся. Поэтому обращаться нужно, наверное, было в первую очередь к нам, а не к другим народам. Но Зеленский почему-то посчитал, что ему нужно обратиться именно на фоне имама Шамиля к дагестанцам. Потому что он герой дагестанцев, не чеченцев. И вот почему. Он был талантливым, сильным оратором, хорошим, видимо, организатором. И после 25 лет, а вся война длилась более 100 лет, русско-кавказская война, от чеченцев последние 25 лет возглавлял чеченцев имам Шамиль. И от чеченцев осталось, от 2 миллионов в начале войны, осталось 120 тысяч. То есть 6% после большой русско-кавказской войны. И после того, как нас осталось 6%, имам Шамиль сдался добровольно в плен. Добровольно, не раненый, не схваченный, никак. Просто пошел и сдался в плен. Уже находился в Дагестане. Я полагаю, что он специально выехал туда, чтобы сдаться в плен. Но это пускай историки разбираются. Сдался в плен, жил в Калуге, имел свой дом, имел жалование от царя. А его сын служил в царской российской армии. Ему разрешалось, имаму Шамилю, выезжать за границу спокойно. Некоторые утверждают, что он выехал за границу и умер там в Мекке. В хадж поехал совершать хадж и там умер. На самом деле другие аналитики, другие говорят о том, что, скорее всего, он просто выехал в Турцию, так как, скорее всего, вместе с Турцией Россия уничтожала население, непокорное, сопротивляющееся население на Кавказе. Очень легко верю, потому что здесь, в Германии, турки нам рассказывают о том, что в школах преподают имама Шамиля как героя. Очень странно. Имам Шамиль завещал людям своим не сопротивляться, быть покорными России. И сейчас, когда в Украине создается батальон имени имама Шамиля, мне это, во-первых, смешно, непонятно. Неужели Зеленский идет по пути имама Шамиля? Неужели он хочет довести украинцев до 6%, а потом добровольно сдаться в плен? Это объясняет, почему американцы не хотят так много давать помощи. Потому что агент на агенте сидит и агентом погоняет. Возможно, Зеленского обманывают. Возможно, он не понимает, что происходит. Ну, поэтому вот я записываю это видео. И потом не говорите, что мы этого вам не говорили, украинцы и все остальные. Имам Шамиль не герой для чеченцев.
Имам Шамиль был героем, когда он сражался. Когда он сдался в плен, а флаг, он был знаменем, флагом. Знамя не имеет права сдаваться в плен. Ни один чеченский президент не сдался в плен в последние русско-чеченские войны. Никогда наши лидеры не сдавались добровольно в плен. Кто-то мог попасть в плен раненым, там, обманом, еще как-то, но никогда добровольно не сдавались. А те, кто оказывались в плену, никогда не призывали сложить оружие, не оказывать сопротивления и так далее. И не получали жалования, не жили в Калуге со своей прислугой и так далее. Поэтому сейчас этот нарратив раскручивается. В Дагестане этот батальон имени имама Шамиля сейчас в российском Дагестане был бы самый кстати, а не в Украине. И в Дагестане очень много людей, кто поклоняются имаму Шамилю и товарищу Сталину. Да, вот такая вот в Дагестане каша. Или не каша, все нормально, все как положено. Поэтому знайте, друзья, знайте, какая была история. Это легко узнать, это нетрудно проверить все, что я сказал. Пожалуйста, проверяйте, ищите информацию, и вы найдете только подтверждение моим словам. Всего хорошего, все будет Ичкерия, слава Украине!